Всем доброе утро. Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас какое число? Так, сегодня у нас 25, наверное. Да, сегодня у нас 25 число, вторник. 9 часов утра по местному времени. Двигаемся мы сейчас в Улан-Удэ. По Улан-Удэ. Прошли весовой контроль. Каждый раз, когда прохожу весовой контроль, кричу, чтобы, не дай бог, нас не остановили транспортники. Сыкотно. Ну, в принципе, ничего страшного не будет. Грузили меня без моего участия. Я опломбированный, поэтому если будут писать, выпишут штраф на организацию, которая меня грузила, если я правильно понимаю. Если я не прав, поправьте меня. Вот. Но надеюсь, что на меня штраф не повесит за перевес. Вот. Так что двигаемся по Улан-Удэ. Всем привет из Улан-Удэ. Кто-то меня, может, смотрит, а может, не смотрит. Ну, не важно, всем привет. Хороший, красивый город. Добрые, отзывчивые люди. Нравится мне выбирать. Вот. И направляемся в сторону Читы. Сегодня должны мы дойти в Читу. Там будем ночевать. Так что завтра у нас по плану заехать в филиал. Наш филиал в городе Чита. Как и раньше говорил, сделать путевой лист новый. Потому что у нас сегодня он заканчивается. Последний день. И сдать документы по товару, который мы отвозили в Барнаул. Как всегда, по традиции, с утра проверяю осмотр автомобиля. Нигде ничего не шипит. Состояние колес, состояние тормозов. Потому что вчера очень сильные были перевалы. Ночью, когда я шел, тоже такой был довольно серьезный перевал, который не было смысла снимать, да и некогда было снимать, там оперативно надо было работать руками и ногами, не до этого было, да и темно было, все равно ничего не видно. Вот, так что все у нас хорошо, выспались, позавтракали, умылись, сделали все свои природные, жизненно необходимые дела и двигаемся. Будет что-то интересное, а интересное будет, будем снимать. Вот она, Стелла, Улан-Удэ. Красивый. Такая Сотникова была, населенный пункт. Прошу прощения. Прошу прощения, это был Сотникова. Ладно, да, вот сейчас только заехали. Только уехали. Но Сотникова тоже красивый. Мне очень понравился. Вот сейчас мы двигаемся как раз таки по Чите. Ой, по Чите, господи, все, уже заговорился. Двигаемся мы как раз по Улан-Удэ. Как мне нравятся вот эти пешеходные наземные переходы. Да вообще огонь. Сделано прям стиль. Спасибо. На 50. Мы как раз едем нормально. В основном вот такой вот частный сектор. Улан-Удэ. Я не знаю, в центр-то нас не пускают, поэтому не могу ничего сказать. Да, красиво, конечно. Там
вдалеке какие-то домики есть, виднеются. Многоподъездные. Так, надо успеть. И едем. Едем. До 4 у нас 600 с копейками километров. Вот, прям дальше. Медленно, уверенно подъезжаем к еще одной достопримечательности. Там вот на верхушке, на горбе красуется олень. Наверное, буддистские какие-то. Красиво. Не знаю, получится, не получится. Стараемся все время делать. Коллега. Тут очень часто два оленя тусуются. Красиво. На обратном пути ехать с ним. Красивенько. Там тоже что-то на горе. Что-то построено. Это красиво, конечно, край. Конечно, очень красиво. Ну, сейчас, в принципе, мы будем как раз-таки вдоль Селенгин и ехать вдоль вот этих вот гор, которые вы видите. Будем вдоль них ехать. Очень интересный такой маршрут. Будем подснимать. Сейчас мы движемся как раз-таки вдоль реки Селенга. Вот справа от нас река. Мы едем посередине, а слева железнодорожные пути. Такое прям сочетание. Транспортная, транзитная развязка. И мы едем как раз таки между гор, в ущелье, так сказать. Да? Правильно? Я правильно говорю? В ущелье же мы едем. Ну так мы еще будем долго идти. Селенга от нас ушла, да, но мы все равно пересечемся. Тут Росавтодор, конечно, постарался, вообще молодцы, ребят. Молодцы. И в этот Якутию тянут дорогу. Где-то хорошо ходит, где-то дорога проваливается. Тусует. Теплицы. Что-то делает, выращивает. Продолжаем движение дальше. Прям величие. А вот речка тянется. Как змея. Продолжаем движение. Она широченная, с островами. Такое не очень глубокая, но очень широкая.
передвигаем ЖД пути. Смотрим, чтобы ничего у нас не зацепилось. Мы можем за собой что-нибудь или кого-нибудь утащить. Нечаянно. Продолжаем движение дальше. Вот там поехал батончик. Вот такой был прекрасный маршрут. Вот такие вот классные виды. Зимой, конечно, не так было. Сейчас вообще красиво. Забираемся, 10% подъем. С моим грузом что-то тяжеловато. Блин, красота. В этой деревне настолько близко дома и крыши расположены к дороге, что иногда цепляют грузовики. Новички в основном. Иногда видно по свежим кускам крыши, что где-то кто-то уже цепанул. Я всю дорогу вставлять не буду, так кусками вставлю. Всю дорогу снимать, вы станете смотреть.
Российские альпийские луга. Вот теперь мы спускаемся, поднимались, не было времени снимать, надо было работать, педалировать очень активно. Теперь пошли спускаться с горки. Аж, блин, уши закладывают какие, блин. Какой лес красивый. Фиолетовых цветов каких-то. И тут еще с Нижнеудинска я заметил. Что за кустарник такой растет, интересно. Главное, что нас этот американец автовоз не обошел. Идет, главное, налегке. Там две машинки у него загружены. И еле-еле, блин, 50 км в час тошнит. Я иду, блин, тяжелый, не могу его обойти. А он еще не уступает, негодяй. Ладно, едем. Лес прям красивый. Что справа, что слева. Так. Мы еще и горный включим. В очередном перевалу каком-то движемся. Ну, сейчас спустимся и пойду, наверное, по равнине. Если мне память не изменяет. Красота. Не, красиво все-таки весной. Слушай, ой. Туда сейчас прям где вот грузовичок идет. Вот такие тут дороги классные. Ну и хорошо вот Автодор сделал дороги. Спасибо вам большое. Если вдруг когда-нибудь будет смотреть это видео, то огромное вам спасибо за вашу хорошую работу. Вот по такой дороге ехать прям одно удовольствие. Еще подрядчику вам бы иногда добросовестно. И вообще бы цены бы не было. Красота. Вот кусочек вам того, что я вижу. Почему мне нравится иногда эта работа. Ну, надеюсь, что мы ее поменяем. Что-нибудь более интересное. Я Россию, матушку, посмотрел вдоль и поперек. Может, не в каждую дыру залез, но то, что я хотел, я посмотрел. Теперь сейчас чуть-чуть покажу вам. И, во-первых, смотрит эти ролики моя семья. Ну и все желающие. Если вам нравится то, что я делаю. Я новичок в этом всем деле. Если нравится, то, как говорится, там под видео всяких разных много кнопочек. Понажимайте их немножко. Хотите палец вверх, хотите палец вниз, там, бок, как угодно. Что-нибудь там понажмите. Вот. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. Либо негативный, либо положительный отзыв. В любом случае будет приятно. Что мои ролики не оставляют вас без интересными. Тёлочка успела перебежать дорожку. Да-да. Да, деревенька, конечно. Надпись на горе.
Победа. Там, да, Победа 76-летия. Вот так. Легкий придорожный сервис. Еще почему мне нравится этот край, республика, простите, республика, детский садик. Ё-моё! Дороги узкие. Что-то люди простые. Можно остановиться, грубо говоря, на обочине, более-менее крепко, и спокойно ночевать, не боясь, что тебя ограбят или сольют топливо. Люди ждут автобуса. Такие в основном тут края. Так что мы еще неплохо живем, я вам скажу, товарищи. Бывает и беднее. Так что не жалуйтесь. Нет, места прям живописные. Населенный пункт Бар был. Ты меня снимаешь, а я тебя снимаю. Дорога вьется змейкой. Ребята и девчата, мы находимся между Никольским и Хараус, и тут есть еще одна большая достопримечательность в Республике Бурятия. Здесь огромный карьер, где ездят большие машины грузовые. Может быть, не знаю, БелАЗ, походу. В Беларуси, привет! Вон они катаются. Огромные машины. Да и карьер-то не маленький, а прям... Красавец. Туда-сюда катаются машинки. Куда-то они все это делают. Как тут, я не знаю, шлак, наверное. Красавцы. Да, БелАЗы. Здоровые. Сколько везут еще с собой, ё-моё. Вот такая вот достопримечательность Республики Бурятия. Да, вы говорите, БелАЗы никому не нужны. Давай, давай, Беларусь, строит для нас такие прекрасные большие машины. У нас в России хватает мест, где их можно использовать. И вот туда вот они, наверное, возят. Руду перебирают. Вот такие вот дела.